17 января средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,24 сомони за $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,08 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,2461 до 10,25 сомони, 1 евро от 11,0894 до 11,17 сомони, 1 российский рубль от 0,1480 до 0,1505 сомони. Мировые цены на нефть во вторник утром показывают разнонаправленную динамику. Инвесторы оценивают ряд факторов, в том числе статистику по Китаю. Цена на нефть марки Brent составила $84.72 за баррель, марки ВТИ составила $79.62 за баррель. На рынке золота во вторник утром наблюдается отрицательная динамика, которая может способствовать, в частности, некоторое укрепление американской валюты. Цена на золото составила $1915.60 за тройскую унцию. Совет Евразийского банка развития 30 декабря 2022 года единогласно одобрил перераспределение уставного капитала банка между государственными участниками. Согласно уставу ЯБР, для голосования по данному вопросу членами Совета были получены соответствующие полномочия или решение правительств, говорится в сообщении банка. Отмечается, что часть принадлежащего России пакета акций в оплаченном уставном капитале ЯБР равномерно перераспределяется между остальными государствами-участниками. В результате доля Российской Федерации в ЯБР снижается с 65,97,61% до 44,78,78%. В сообщении говорится, что по итогам перераспределения доля других государств-участников в оплаченном уставном капитале ЯБР сложился следующим образом. Казахстан – это 37,28,65%, Армения – 4,22,91%, Кыргызстан – 4,22,91%, Беларусь – 5,21,21% и Таджикистан – 4,25,55%. Напомним, что Таджикистан стал членом этой организации 14 лет назад. 11 декабря 2008 года Совет ЯБР одобрил вхождение республики в состав участников этого регионального финансового института. Специалисты Международного валютного фонда связывают рост сбора налогов в Таджикистане в 2022 году с увеличением доходов от добычи природных богатств и аннулированием некоторых налоговых послаблений. Сбору налогов способствовало увеличение доходов от горнодобывающего сектора, отражающее значительный рост добычи полезных ископаемых и повышение ставки налога на прибыль для горнодобывающих компаний, говорится в заявлении МВФ по итогам последней миссии в республику. По оценкам представителей фонда, этому также способствовали шаги по поэтапной отмене некоторых налоговых льгот. Это помогло сохранить доходы в целом неизменными в процентах от ВВП с 2021 года, несмотря на снижение ставок налога на добавленную стоимость и подоходного налога, введенного в начале 2022 года, отмечается в заявлении. Представители МВФ рекомендуют правительству Таджикистана полностью отказаться от налоговых льгот. Расширение налоговой базы путем полного отказа от налоговых льгот они считают необходимым для того, чтобы увеличить бюджетное финансирование таких важных отраслей, как здравоохранение, образование, а также социальную защиту населения. Между тем, в своем последнем послании президент страны Эмомали Рахмон сказал, что до настоящего времени предоставлено 120 налоговых и таможенных льгот и привилегий. Иран не исключает создание совместного предприятия с Россией по производству автомобилей, но в первую очередь российские водители должны принять иранские авто, заявил об этом РИА Новости официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Умид Галибаф. Совместное автопроизводство и открытие завода в Иране или же в России зависит от того, насколько успешно мы сможем экспортировать свои автомобили в Россию и выйти на ее рынок, и насколько хорошо будут приняты иранские модели в России. После этого мы уже будем рассматривать инвестиции в совместное производство и развитие нашего рынка авто в России, сказал Галибаф.
В конце ноября глава Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мухаммад Реза Наджафи Манеш сообщил, что Иран подписал с Россией меморандум об экспорте своих автомобилей на $300 миллионов. В связи с этим Галибаф указал, что Иран пока не поставлял свои машины в Россию. При этом он отметил, что автомобили будут экспортироваться либо уже в собранном виде, либо в разобранном виде комплектующих, которые будут собираться уже на российских предприятиях.